Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. В Башкортостане торжественно открыли точную копию знаменитой Сухумской колоннады. В селе Звандребш установили мемориальные плиты участникам национально-освободительного отряда Кьяразы и знаменитой Абхазской сотни. Черноморэнерго продолжает восстановительные работы в Очимчире. Будет проложено около 2000 метров новых линий. Делегация Республики Абхазия во главе с президентом Асланом Бжане принимает участие в торжествах по случаю Дня Республики Башкортостан. В составе делегации вице-президент Бадра Гунба, вице-спикер парламента Астамур Аршпа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава администрации Сухума Беслан Эшпа, депутат Народного собрания Алиса Гулария. Праздничные мероприятия начались с открытия на набережной реки белой колоннады, символизирующей дружбу башкирского и абхазского народов, которая является копией сооружения на набережной Сухума. Выступая на торжественной церемонии, Аслан Бжане подчеркнул, что народ Абхазии воспринимает данное событие как знак особых отношений между Абхазией и Башкирией и выразил огромную признательность главе Башкортостана Радию Хабирову за идею строительства колоннады. Семьями, с детьми смотрели и понимали нашу историю, в которой есть место великим свершениям и великим поступкам. Поздравляю вас с Днем Республики Башкирия, мира и благополучия, с праздником Шавда Амта Башкортостан! Затем состоялась встреча президента Абхазии и главы Башкортостана. Аслан Бжане поблагодарил Радия Хабирова за приглашение и поздравил его с переизбранием на должность. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Уважаемый Аслан Георгиевич, я хотел вас поприветствовать в нашей республике. Хотел выразить слова благодарности, уважения. И спасибо за это большое, что разделяете с нами радость. Мы с вами только-только открыли колоннаду. Мы ее воссоздали по точной копии колоннады, которая сделана в столице Абхазии, Сухума. И я считаю, что эта колоннада будет действительно таким олицетворением многолетней дружбы народов Абхазии и Башкортостана. Она действительно прошедшая испытания, она знает, вот дружба, она вся дорога, когда она прошла через испытания. Это и тяжелый период Отечественной войны Абхазии. И ранее мы друг другу помогали. Я уже говорил, что одной из первых республик, которая открыла представительство Абхазии, это Республика Башкортостан. Мы в прошлом году с вами продлили наше соглашение уже о международном внешнеэкономическом сотрудничестве, поэтому будем двигаться дальше в наших совместных работах именно в этом направлении. Мы очень ждем развития дальнейшей инфраструктуры Абхазии. Мы точно видим, фиксируем, что Абхазия начала активно развиваться. Здесь, несомненно, ваша заслуга огромная, вашей управленческой команды. Очень важно, что люди вас поддерживают, поэтому мы видим вас как нашего будущего, очень надежного, хорошего партнера. Нам очень важно те проекты, которые вы ведете. Мы видим уже возобновление строительства очень серьезной инфраструктуры для туризма. Вы знаете, что мы уже первую, скажем так, пробную партию, если можно так сказать, наших ветеранов по программе «Дружба Абхазии и Башкортостана» отправили. Они приехали в очень хорошем настроении, им все очень понравилось, поэтому там надо развивать вопросы и туристической логистики. Давайте это все тоже обсудим. Нам очень важно, конечно, и мы с нетерпением ждем открытия воздушной гавани Сухума. Мы готовы организовать прямой рейс Уфа-Сухум. Это тут же способствует, конечно, открытию. Я сам был в Абхазии, вы нас очень тепло принимали, мы были на Дне независимости, юбилейном, поэтому уже могу судить о тех позитивных изменениях, которые происходят там. И еще раз подчеркиваю, что мы готовы здесь сотрудничать. Понятно, что это Башкортостан промышленный регион, но мы ищем наших партнеров, которые могут нам предоставить то, чего у нас нету, чего у нас, несомненно, нету. Прекрасных условий для развития туризма, для лечения детей, для того, чтобы наши ветераны могли спокойно провести какое-то время и отдохнуть, набрать здоровья.
Я полагаю, что здесь нам нужно действительно сотрудничать. Ваш визит, и мы к вам приедем, положит начало вот такой большой дружбе, которая, я уверен, через годы, через десятилетия даст толчок уже формированию таких устойчивых связей, внешнеэкономических связей, культурных, гуманитарных связей Башкортостана и Абхазии. Спасибо. Спасибо, уважаемый Радик Фаритович. Я благодарен вам за приглашение. Хочу поздравить вас с вашим замечательным праздником государственным. Для нас очень важно, что открытие колоннады, которая символизирует наши особые отношения, происходит сегодня, в этот очень важный праздник для вашей республики. Я желаю вашей республике процветания, желаю успехов вам лично. Граждане республики вам доверяют, об этом свидетельствуют те выборы, которые недавно прошли. И мы очень рады, что жители республики дали такой высокий процент вам как руководителю. Что касается наших взаимоотношений, мы будем в обязательном порядке этим отношениям придавать большую динамику, наполнять их большим содержанием. Вы знаете, я тронут тем, что сегодня увидел. Это величественная такая красивая история. Ваша идея, которая реализована, это идея, которая будет давать свои плоды. Люди будут туда приходить, там будет написано, что это за история, каким образом она возникла. И это лучше любого СМИ, когда жители города, в котором проживает больше, чем миллион, будут знать, что есть такая братская страна, будут об этом слышать и видеть материальный, скажем так, памятник, свидетельствующий о наших особых отношениях. Вчера на ваше имя написал письмо по поводу того, чтобы мы проработали возможность открытия воздушного сообщения между Уфой и Сухумом. Начинать тогда? Получите, да. Это, конечно, для нас очень важно, и мы очень хотим, чтобы ваши прекрасные жители республики приезжали, поправляли свое здоровье, напитывались нашим абхазским солнцем. У вас солнце не менее яркое, но оно содержит здесь определенные гены. Наше солнце содержит неповторимые наши гены. Человеку нужно и то, и другое. Поэтому обмен человеческий, экономический, гуманитарный, культурный, то, что нас делает лучше, чем мы есть, и с каждым днем цивилизованнее, это очень важно. Здесь мы это находим, это опору. Прежде всего, благодаря вам и вашей команде. Низкий вам поклон, большое вам спасибо. Мы вас любим, мы вас считаем родными и близкими для нас людьми. Более 142 миллионов рублей выделено правительством за 9 месяцев на лечение граждан за пределами Абхазии. Об этом премьер-министру Александру Анквабу доложил вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. С января по сентябрь этого года помощь получили 395 человек. За этот период на приобретение медицинского оборудования, инструментария, медикаментов для обеспечения нужд лечебно-профилактических медучреждений выделено 138 миллионов рублей. Сохраняется текущая задолженность республиканского бюджета перед отдельными лечебными учреждениями Российской Федерации за лечение граждан и неоплаченные счета за поставленные медикаменты. Премьер-министр дал поручение Министерству финансов осуществлять контроль, погасить задолженность в ближайшее время. Вопросы привлечения инвестиций в Абхазию обсудили в кабинете министров. Первый вице-премьер-министр энергетики и транспорта Джансу Хнанба и вице-премьер-министр экономики Кристина Озган встретились с бизнесменами из города Санкт-Петербурга. На встрече обсудили вопросы взаимодействия, потенциального сотрудничества, привлечения инвестиций в Республику Абхазия. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба встретился с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Об этом сообщает пресс-служба МИД. В ходе встречи обсуждалась тема механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал. Сергей Шамба назвал одними из важнейших вопросов повестки для абхазской стороны невозобновление военных действий и подписание мирного соглашения между Абхазией и Грузией. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что если Грузия принесет извинения за содеянное, то в Абхазии приветствовали бы первый такой шаг к примирению. По словам Шамба, Грузии также следует отказаться от формулировок, не способствующих урегулированию отношений, в частности, о якобы оккупированных территориях. Министр подчеркнул, что политический статус Абхазии не подлежит никакому обсуждению.
К другим новостям. В селе Звандрипш установили мемориальные плиты участникам национально-освободительного отряда «Киараз» и знаменитой Абхазской сотни. В церемонии приняли участие местные жители, депутаты парламента, секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, общественность и наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Вардания. В 1995 году в самом сердце села Звандрипш состоялся сход, в котором приняли участие местные жители, родители погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Тогда было решено возвести здесь 5 памятных плит героям-выходцам из села, павшим в 1992-1993 годах, а также тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий, участникам национально-освободительного отряда «Киараз» и знаменитой Абхазской сотни. При большой поддержке жителя села Лёсика Ахиба в 1996 году было установлено 3 памятника. Судьба последних 2 решилась в 2024. Средства на установку мемориальных плит для 65 киаразовцев и воинам так называемой дикой дивизии, которых в селе 13 человек, выделили из резервного фонда президента. В сельской администрации собрались родственники героев, выходцев из села, их дети, внуки, правнуки. Все они вспоминали своих родных и близких, о том, какая тяжелая участь выпала на их долю. Копач Званба был честным и справедливым человеком. Все, кто его знал, отзывались о нем только с хорошей стороны, вспоминает его дочь Изольда. Копач Званба занимался производством вино-водочных изделий в Гагре. Вместе с двоюродным братом Николаем Анчабадзе и близким другом Акакием Сангули они хотели основать винзавод и работать, но все сложилось по-другому. Отец Изольды был далек от политики, но стал жертвой политических репрессий. В те времена были какие-то дьявольские времена, когда люди друг друга закладывали по доносу ложному. И вот в числе них оказался и мой отец. Ему предлагали скрыться, уехать на какое-то время. Вот его брат двоюродный Николай Ачба, он говорит, времена очень серьезные, тяжелые, нужно как-то, потому что очень много людей страдают невинные. Но он всегда говорил, что я никаких грехов за собой не имею, чтобы скрываться от своего народа. Но тем не менее, когда он стал замечать, что совершенно порядочные люди пропадают, он не уехал никуда, потому что он боялся, что моя мать попадет в тюрьму, так как она до этого сидела из-за своих братьев со своей сестрой. 5 лет они отсидели, ее братья были Абреки Мухвари, братья Мухвари, и он боялся, что из-за него и она опять сядет в тюрьму, и вот таким образом его убрали. В памяти Изольды Званба самые тяжелые воспоминания о семье и детстве, ведь и, как и многим другим детям репрессированных, пришлось расти дочерью врага народа. Когда я была приглашена на закрытый процесс военного трибунала, который проводил процесс по всему Закавказью, я, как дочь врага народа, была приглашена на этот процесс. Я никогда не забуду, как вот этот бывший министр КГБ, он стоял спиной к нам, потому что люди с ума сходили, видя его, готовы были его разорвать, но и со мной рядом сидел Мустаджи Хоглы, родной брат, мне было тогда 19 лет, родной брат Сарии Лакоба. Он вскочил и начал кричать: «Ты вспомни, как ты прижигал тело моей родной сестры горящей сигаретой». Все были в ужасе. Люди с ума сходили, они готовы были кинуться к нему и его разорвать на глазах всей аудитории. Но процесс был процесс, поэтому старались как-то сдержать свои эмоции. Таких, как я, было очень много.
это дьявольское время, которое уничтожило все, цвет нашей интеллигенции. История семьи Званба, как и многих других семей выходцев из села Звандрипш, описана в третьей книге журналиста Екатерины Бебия «Не забыть, чтобы не повторилось», посвященной жертвам политических репрессий в Абхазии. Все три книги написаны на основе архивных источников, а также записанных автором в 80-е годы прошлого столетия людей, лично встречавшихся и беседовавших с репрессированными. Главы третьей книги посвящены 8 селам Абхазии, и одна из них – Звандрипшу. Жибизжу канал галак закут рыцхаро. Жейзаюк ишин. И убртей жибизжу раханки и жибщут хнамхдзи. И джоушеша. Кара убртей дырдз рагирак зиги, а советом чаада чаракон. Шазхоц жибщук и жибизжу кирканки жибщук, а советом чара аагавица кяраз ала хулаца. Нестор лакоба яргажеца, ракон и дырдзыз. В здании администрации была организована выставка, посвященная героям-выходцам из села Звандрипш, участникам национально-освободительного движения, репрессированным участникам Абхазской сотни и Кяраза. بشوتكم بحرح ذهنا وبرايح نربوت حبدوشة حبتشة حاشة يا درب في الخاطر أفا أبريا بقى أكبر بورقة أصلا الكرة وبريا بريكت خلصنا يحط خراز دارت يسبوك وبريا بريزيدين جو يحط خراز. Теперь в самом центре Звандрипша увековечены имена героев-выходцев села. 5 мемориальных плит с разными именами и датами, промежутком почти в столетие, объединяет одна история. Все эти люди проливали кровь за свободу и независимость Абхазии. Гугу Савардания и Налгвинджия, Абхазское телевидение. Печальные вести пришли из Донбасса. В зоне боевых действий на Харьковском направлении погиб ветеран Отечественной войны народа Абхазии Константин Иванов. Константин Иванов родился в Ленинграде. Воевал в составе батальона «Шаратын» Гумистинского фронта. После войны продолжил служить в спецподразделениях Минобороны Абхазии. Участник более сотни специальных и общевойсковых операций. У бойца осталось 4 детей. Продолжаем выпуск. Экспозиция Музея боевой славы, посвященная герою Абхазии и России Виталию Вольфу, пополнилась новым артефактом. Музею передали бронзовый бюст героя, созданный Сочинским фондом «Воин-интернационалист» при поддержке Дома Москвы в Абхазии. Виталий Вольф погиб в марте 1993 года в селе Эшера при исполнении воинской миссии в составе российских миротворческих войск. Ему был всего 21 год. И теперь в Музее боевой славы в Сухуми будет представлен бронзовый бюст героя. Директор музея Мзия Бея в своей благодарственной речи напомнил о собравшемся историю подвига Виталия Александровича. Вечером 27 марта 1993 года командир отделения связи 3-го парашютно-десантного батальона 345-й гвардейской отдельный парашютно-десантный полк в составе российских миротворческих сил в Абхазии, гвардии старший сержант сверхсрочной службы Виталий Вольф обеспечивал связь с 7-й парашютно-десантной ротой, выполнявшей боевую задачу по охране сейсмологической лаборатории в селе Нижняя Эшера. 2 часа 30 минут лаборатория подверглась артиллерийскому минометному обстрелу со стороны экстремистов, в результате чего взрывом повредила линию связи. Тем самым возникла реальная угроза жизни десантников, находящихся в гвардии. Старший сержант Вольф Виталий Александрович незамедлительно бросился устранять неисправность и, несмотря на полученное осколочное ранение в голову, сумел восстановить связь с оперативной группой воздушно-десантных войск в городе Гудаута. Вызванные по восстановленной Виталием Вольфом связи, вертолеты огневой поддержки нанесли удар по позициям экстремистов, откуда велся обстрел лаборатории.
Виталий Вольф от полученного ранения скончался на месте, не приходя в сознание. По словам президента Фонда содействия и поддержки ветеранов боевых действий воин-интернационалист Александра Шинкарюк, это один из 7 подобных бюстов, созданных фондом при поддержке Дома Москвы в Абхазии. Остальные также будут переданы в места, связанные с памятью о герое. Каждая скульптура, она разная, потому что делали специальные инструменты, и все, эксельбант вырезался, звездочки, герои Абхазии, все это дело. То есть одинаковых таких нет. Мы передали в музей Вышера, в школу туда, передали, где он в школе учился, на родине на Алтае, воинскую часть, в музей там тоже на Алтае. Ну и вот здесь. Это чистая бронза полностью. Настоящий мрамор, латунная вставочка, то есть все сделано как очень достойно. И мы обратились в Дом Москвы, и вот там представитель у вас, Мария Соя, она тоже нам очень помогла, потому что это все дорогостоящие вещи. В художественном салоне Москвы заказывали, так что тоже благодарность этим всем. На церемонии присутствовали представители ветеранских организаций России и Абхазии. Да, мы, ветераны, воины, афганцы, гордимся этим парнем. Хочется сказать, что ничто не забыто, никто не забыт, ничто не забыто. К сожалению, войны не заканчиваются, гибнут наши ребята. Вчера погиб наш Костя Иванов в зоне СВО, молодой парень, пока тело не смогли достать. Хочется мира, никто не хочет войны, хочется мира. Будем защищать свой дом. Это наша история, это будущее наше. Это мы-то знаем, чем он занимался, какой он герой. Важный герой, вернее, герой Абхазии, герой России. Мы-то знаем, но должны знать наши дети, должны знать наши внуки. И посетителям будет известно, кто этот человек и как бы его память не должна теряться. Виталий Александрович Вольф – личность уникальная. По воле судьбы и несгибаемого характера он стал одним из немногих людей, если не единственным, кому присвоено звание героя одновременно в 2 странах – России и Абхазии. Заур Кварчайн, Алгвинджа, Ахрамичба, Абхазское телевидение. Экспозиция музея электропоезда «Ласточка» совершил последний в этом году тестовый рейс в Сухум. В апреле поезд прибыл в столицу в первый раз для проверки железнодорожной инфраструктуры. «Ласточку» планируют запустить на постоянной основе уже в следующем году. Это улучшит и обеспечит более комфортное передвижение пассажиров. Среди встречавших «Ласточку» на Сухумском вокзале была Ульяна Рожкова. На сегодняшний день электропоезд «Ласточка» является одним из самых популярных видов транспорта. Сейчас «Ласточка» связывает Сочи и Гагру, но совсем скоро появится новый, удобный маршрут из Сочи до Сухума. По словам начальника службы АЖД Руслана Харазия, после 2-го рейса были выявлены небольшие замечания, касаемые габаритов поезда. Их планируют устранить в ближайшее время и запустить поезд в короткие сроки. Этот тестовый проезд показал буквально небольшие замечания, по которым уже наши ребята выехали, то есть занимаются и будут устранять. Вопрос стоит по переездам, то есть об ограничении по скорости, это все будет проработано дальше. То есть пока еще идет работа. Сейчас есть небольшие замечания, да, по габариту, то есть, это считаются небольшими замечаниями, то есть они есть, да, они будут устраняться. То есть если сравнивать с первым тестовым проездом, сейчас практически их не было. Маршрут по времени составляет около 2 часов. Это облегчит ситуацию в курортный сезон, так как летом количество пассажиров общественного транспорта возрастает в разы. Вместительность комфортного поезда около 400 мест. Мы видим ежегодно, что особенно в летний период перевозки пассажирские с российских регионов, скажем, с границы даже, да, по территории Абхазии они востребованы. Пассажиры всегда есть. Это и кроме иностранных туристов, скажем, это и местное население может пользоваться отсюда, скажем, до Сочи и обратно. Это удобства неоспоримые. А в любом случае, конечно, это потом опытным путем оно покажет себе необходимость, рентабельность
и все эти вопросы. Скорость поезда «Ласточка» достигает 160 км в час. Для этого в каждом из головных вагонов установлены по 4 электродвигателя мощностью по 320 кВт. Каждый из них примерно в 3 раза мощнее мотора современного легкового автомобиля. «Ласточка» может эксплуатироваться при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов. Во всех вагонах работают системы климат-контроля. Регулярные рейсы «Ласточки» в Сухум планируют начать со следующего года. Ульяна Рожкова, Раму Камкия, Абхазское телевидение. В городе Учимчира продолжаются работы по улучшению электроснабжения. Черноморэнерго прокладывает в районе около 2000 метров новых линий. Рада Чачава расскажет детали. Директор Очимчирского филиала Черноморэнерго Роберт Шинкуба рассказал о текущих работах на территории АТП. Он отметил, что компания активно работает над улучшением электроснабжения в районе. На данном этапе в основном охватываем городскую часть. Ну, конечно, очень сложно, потому что линии электропередач очень в плачевном состоянии. На протяжении послевоенного времени, 30 лет, никто ничего не делал. Но вот те части, где была возможность, было сделано, там мы уже установили приборы учета. Вот остальную часть вот по чуть-чуть охватываем. И я думаю, что если такими темпами пойдем, то работа будет продлеваться в хорошем направлении. Как отметил Роберт Шинкуба, проблем в ходе восстановительных работ не возникает. Все необходимые материалы от Черноморэнерго поступают вовремя. Завершение работ на данном участке ожидается в ближайшие дни в случае сохранения благоприятных погодных условий. Все материалы мы получаем от Черноморэнерго и получаем вовремя, бесперебойно. На этой улице в течение 3-4 дней, если погодные условия позволят, то на этом участке, на этом ТП работы будут завершены. Но здесь охватит около 2-2,5 тысяч метров. Местный житель Мальбер Асланзия выразил благодарность за масштабные работы, проходящие в Очимчире, и отметил, что многое в городе меняется к лучшему. Подобные работы ведутся по всей республике. Они направлены на решение проблемы электроснабжения, обеспечение надежного и безопасного электрического покрытия для всех жителей страны. Рада Чачава, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа встретился с руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии Владиславом Куликовым. Они обсудили ряд актуальных тем в сфере науки и образования, а также наметили план по укреплению и наращиванию связи с российскими научными учреждениями. В честь празднования Дня вооруженных сил Республики Абхазия Управлением образования столицы был проведен конкурс строевой подготовки «Смотр строя и песни». В конкурсе участвовали учащиеся 10-11 классов всех общеобразовательных учреждений города Сухум. По итогам конкурса учащиеся 14 и 10 средних школ показали наилучшие результаты, за что им и было присуждено гран-при соревнования. О том, как проходил конкурс, в материале Алики Трапш. Главная цель смотра строя и песни – военно-патриотическое воспитание учащихся, пропаганда и популяризация военной службы, подготовка юношей к армии. В конкурсе приняли участие ученики 10 и 11 классов всех школ столицы. Все они соревнуются между собой по строевой подготовке. По словам конкурсантов, они настроены только на победу. Готовились мы очень серьезно с начала года, то есть с начала сентября. Команду собрали не сразу, конечно, были свои трудности. Мы их перебороли, собрали команду, сейчас надеемся на победу. Мы в прошлом году взяли гран-при еще. Получается, мы каждый год почти участвуем. Мы очень много времени готовились, потому что мы хотим победить. Я надеюсь, что мы победим. Я знаю, что мы победим. Поэтому хочу сказать, что мы очень много времени тренировались к лучшему результату. Соревнования начались с построения и исполнения государственного гимна. Начальник столичного управления образования Астан Датаркил пожелала всем участникам удачи и хороших результатов. Главный судья конкурса оценивал строевую стойку отряда, форму одежды, внешний вид, расчет на первый и второй, перестроение отряда в 2 шеренги и обратно, прохождение торжественным маршем, исполнение песни. Равняйся! Смирно! На первый, второй!
Рассчитай! Первый, второй, первый, второй! Первый, второй, первый, второй! Первый! Две шеренги! Стройся! В одну шеренгу! Стройся! Две шеренги! Стройся! Направо! Непосредственную подготовку учащихся к конкурсу в каждой школе проводили учителя по допризывной подготовке гражданской обороны. По словам организаторов мероприятия, с каждым годом школьники показывают хорошие результаты. У нас основная работа это проводится в 10-11 классах. Но цель и задача это подготовка, предварительная подготовка к прохождению дальнейшей срочной службы. Мы не первый год проводим, и мы знаем, что с каждым годом уровень строевой подготовки в школах возрастает. Количество совершаемых ошибок, они с каждым годом уменьшаются, и с каждым годом даже становится сложнее уже отбирать победителей. Всего в конкурсе строевой подготовки, посвященном Дню вооруженных сил Абхазии, выступили команды 16 столичных школ. По итогам соревнований лучшие команды и командиры отрядов были награждены грамотами и кубками. Альга Трапш, Джабир Амшуков, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу 11 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможны кратковременные локальные осадки. Температура воздуха ночью 13-18, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.